Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода хорошая, замечательная. Сегодня уже у нас минус 12. Пошло потепление. Но снега пока еще нет. На улице воздух очень чистый, классно. Сегодня с ребятишками, наверное, выйдем на вечернюю прогулку. После того, как они сделают уроки. Скоро Новый год. И я сегодня решила моей любимой подписчице Любушке собирать посылку на Новый год. Спасибо вам за вашу посылку. Платки я ношу. Варежки еще не одевала. Ездила на машине. Скоро будут морозы, я буду носить. Спасибо вам за ваши подарки. Мне, конечно, было стыдно. Почему-то у меня привычка такая подарки получать. А дарить я не стесняюсь. Только не думайте, мои подписчики, что это пример всем мне посылать посылку. Нет, пожалуйста, не посылайте мне. Одна подписчица пишет мне ВКонтакте, спрашивает мой адрес. Хотят посылку детишкам посылать. Я не дала свой адрес. Сегодня электронной почте просчитала, из Казахстана пишет девушка, что ее мама меня хорошо смотрит, что я ей нравлюсь. Тоже спрашивает мой адрес, присылать посылку. Зачем? В Казахстане, я слышала, тоже трудности живут люди. Зачем? Вы сами не бедствуйте. Спасибо вам большое. Мне ничего не надо. И детишкам тоже. Вы видите, как я живу. Слава Богу. Немногие так еще могут жить. Люди, конечно, очень хорошо живут. В деньгах купаются. Но я тоже неплохо живу. Я богатства не жду. Мне самое главное, чтобы у меня, у моих детей, внучек было здоровье. Самое главное здоровье. Остальное все будет. Вы сами видите, что я все что-то делаю. И коз держу, и огород у меня, большой или маленький ли. Все равно что-то сажаю. Есть прибыль с огорода. Все равно это плюс. И показываю обзоры. Мне предлагают много сотрудничества. Но я не всегда соглашаюсь. А что я покупаю, я вам показываю обязательно. И говорю, что это не реклама. Вот я свою сушилку Оверхоф я купила. Это не реклама. Сегодня еще одна женщина написала мне в комментариях, что она дождалась эту сушилку Оверхоф и радуется. Удачно вам пользоваться, если вы меня видите. Я тоже очень рада, очень довольна, что там можно все сушить. Абсолютно все. Я уже перестала конфеты кушать. Мне постоянно сладкая охота. У меня сахарный диабет, поэтому, что ли, я не знаю. Я теперь стараюсь конфеты не кушать, варенье не кушать. Бывает, с медом пью. Я думаю, мед так сахар сильно не поднимет. Я все равно не обжираюсь же. Но ложечку в день я смогу себе позволить. До зимы я поправляюсь все равно. Да пусть поправляюсь, лишь бы было здоровье. Сегодня я собираю посылку Любаше. Я сделала обзор вот такого набора постельного, двухспального, Перкаль. Мне набор очень понравился. Я посылаю Любаше. Еще вот такое полотенце я ей хочу отправить. Вот такой набор хочу я ей отправить. Новогодний. С оленями, елками. Вот такую салфетку для кухни я ей отправляю. Символ года будущего. Пусть ей удачу принесет. Вот такие носки теплые, ивановские. Посылаю, чтобы у нее ноги не мерзли, чтобы ноги у нее всегда были в тепле. Товары у меня все ивановские, из чистого хлопка. Вы шоколадки еще положили детишкам? Ваши шоколадки, которые детишкам положили, поели и мои внучки. Мама этих замечательных внучек, моя младшая дочка Юленька, вам принесла вот такую мочалку. Ручки у них хорошие, никогда не порвется. Она у меня сама вяжет. И тут что написано? Написано «Любовь». Для вас от моей Юленьки именная мочалка.
забудьте подарить пастилу. Тетя Люба подарила нам шоколадки. Вот и мы ей подарим пастилу. Ага. Хорошо, что напомнил. Угу. Вы с кем поделились шоколадкой? С нашими сестричками. Да, с сестричками, да. Они одну шоколадку кушали с братиком, другую подарили сестричкам. Вот эти пастилы я сушила в сушилке Оберхоф. Вот отведаете и потом мне в комментариях напишите. Эта сушилка замечательная. Эти пастилы тоже вам к чаю. Если у вас дома кончилась заварка, вот для вас чай. Сейчас поеду на почту, куплю там коробку, отправлю вам посылку. А вы ждите. Спасибо вам большое еще раз. Хотя мне неудобно было получать от вас посылку, но мне было очень приятно. Я с удовольствием ношу ваши замечательные подарки. Я не знала, что есть платок молитва, и письмо вы мне не написали. Я думала, что у вас письмо там еще есть в посылке. Но мои подписчики сразу узнали, что этот платок очень ценный и называется молитва. Буду я носить этот платок и буду молиться для всех нас, вас, чтобы у нас у всех было здоровье, стальное здоровье, чтобы пандемия эта ушла, чтобы наш мир больше никакие вирусы не смогли прийти, чтобы болезней не было, а кто болеет, чтобы выздоровели. У Кирилла сегодня в школе был праздник новогодний. Получили они подарки от Дедушки Мороза. Праздник организовали на улице, а у Влада праздник новогодней елки будет завтра. У детей радость. Я еще хочу сказать большое спасибо нашему предпринимателю Стерлибашева Эдуарду Гадеевичу. Он всем детям-сирот приготовил новогодние подарки. Детям было очень приятно получать эти подарки. Спасибо вам большое, Эдуард Гадеевич. Желаем вам самое главное здоровья, успехов, семейного благополучия и процветания вашего бизнеса. Будьте здоровы, будьте счастливы. Вот в преддверии Нового года Юмадилов Эдуард Гадеевич, индивидуальный предприниматель, решил сделать некоторым ребятам подарок. И среди этого списка ты тоже есть. Вот мы тебе его вручаем. С наступающим тебя Новым годом. Спасибо. Молодец. А вот мои козочки, уже вечер, я вышла ухаживать за ними. Сейчас они кушают овес. Вынесла я теплой воды. Водичку я подсолила немножко. Время от времени им тоже нужна соль. Машенька! Маша! Машенька! Машенька! Смотри, пожалуйста, сюда. Ух ты моя! Ух ты моя хорошая! Нет! Машеньке не до меня. Кушайте. Сейчас я вам сено положу. Машеньку я уже доила. Здесь им тепло. Маленькая пьет водичку. Ну, кушайте, отдыхайте. Скоро за ведром подойду. На ночь нельзя оставлять. Замерзнет вода. Уже на улице темнеет. Здесь наша елка. На улице тихо, никого нет. Все с работы пришли, наверное.
Да, у нас в основном пенсионеры живут по нашей улице. Есть несколько человек, которые работают. Некоторые подписчики спрашивают у меня, почему вороту не закрываете, почему не закрываете, нельзя так. Да если я буду открывать на зиму, я замучаюсь снег кидать. Весной, наверное, придется переделать вороту. И открывать я хочу делать внутрь. Здесь невозможно закрывать. Придется вот здесь все поменять. Вон уже... Вот здесь уже ломается. Отходит. Пару лет назад сюда ночью въехал один паренек на машине. Пьяный. Сломал мне вороту. Его следы остались. Сваркой работал, но не очень, видимо. Видите, у меня отсюда уже уходит. Поэтому я эту вороту и боюсь закрывать. Эта сторона у меня вообще садится до земли. Мы решили с зятем следующий год переделать. Посмотрим весной. Вот и елки. Кто-то написала мне из подписчиков, что во дворе нельзя елку сажать. Забирает энергию. Я не знаю, забирает, не забирает. Ну, у нас многие сажают. Но как может елка забирать энергию? Я не знаю. Может, она права. На улице очень тихо. Ветра нет, но прохладно. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут градусов. 10 градусов. Но прохладно. В огороде снег. Все белое. Все красиво. Все чисто. Деревья спят. Ну, на этом я свой маленький влог заканчиваю. До следующих встреч. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.